Разобрать, что же написано на бумаге спустя почти 7 десятков лет, довольно непросто, но только эти пожелтевшие со временем письма – единственная память о Абдул-Азизе Додове. Их в семье Хазреда Урбековой хранят как зеницу ока. На фронт маминого брата, вспоминает женщина, забрали в 1941 году. Тогда ему было всего 17, с тех пор о нем ничего не известно. Его забрали в Саратов. Там он работал в литейном заводе, который изготавливали пушечные снаряды ЖИ. 26 человек караулыш. Он болел тифом, потом поправился. Куда его направили, не знаю. В надежде отыскать погибшего родственника женщина пришла в общественную приемную. В этот день волонтеры поисковых отрядов принимают заявления родственников бойцов, пропавших без вести во времена Великой Отечественной. Чтобы из архивных данных напротив имен бойцов была зачеркнута строчка «пропал без вести», подключено немало информационных ресурсов. У нас в России 42 тысяч поисковиков, таких же, как мы. У каждого есть свой ресурс. То есть есть информационный ресурс, есть книга памяти у них, есть у них места захоронения бойцов. И они у себя, когда вот мы подаем свои заявления, значит, мы их выкладываем в средства массовой информации, там, на сайт укладываем поисковое движение России. Они читают, мы тоже читаем, они смотрят, и если у них есть где-то книги памяти, если у них есть на братских могилах, на обелисках фамилии, имена, они эту информацию передают нам, и мы уже непосредственно связываемся с родственниками. Такая всероссийская акция, приуроченная ко Дню неизвестного солдата, сегодня развернулась не только в нашей стране, но и за рубежом. В поисках солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, подключены и поисковые движения 12 стран мира, где непосредственно проходили боевые действия. Информационная сеть, связывающая с собой разные точки планеты, всегда в работе. Тому подтверждение звонок из Нижнего Новгорода буквально сразу же после интервью. Нашли могилу нашего земляка. На братской могиле в парке Серов. Мне среди них попался твой земляк. Ага. Дарсигов Вахи Карчевич. Сержант 22-го года рождения 5-й гвардейской танковой бригады. Он погиб под Мулгобеком 16 октября 42-го. В списках найденных Ялодин героев останки брата, похороненного в братской могиле, нашли в Карелии, делится Малика Белхароева, обратившаяся в поисковое движение в прошлом году. Призвали его в 1939-м, умер в 1944 году в госпитале. Сейчас больше всего женщина мечтает, чтобы брат обрел покой на родной земле. Вся семья тосковала о брате, мать, отец и сестры. Если можно было бы вернуть его останки на родину, я была бы безмерно счастлива. Даже искра надежды найти своего дядю теплится и у Саварбека Безиева. Письма и документы призванного на фронт Султанбека Безиева, увы, не сохранились. Многие потерялись в депортации. Моего дядю призвали в 1939 году из Владикавказа во время финской кампании. Последнее письмо от него мы получили в 1943 году с Ленинградского фронта. Больше о нем ничего не известно. Впрочем, и некоторые из членов общественной приемной одновременно являются и участниками акции. Тимур Костоев сам ищет брата своего дедушки Хусена Костоева, отправившегося на фронт с первых дней войны. Как и в предыдущей истории, никаких документов или фотографий, ни писем о нем не сохранилось. Все его документы потерялись во время депортации, писем тоже нет. Его ждала не только семья, но и засватанная за него девушка. Больше мы о нем ничего не знаем. Сегодняшние полученные заявления будут выставлены на специальных информационных ресурсах для включения в перечень дальнейшего поиска. Общественная приемная на базе Дома культуры в Зязиков-Юрте будет работать до Дня Победы, 8 мая. Дана Плиева, Магомед Зигов, Новости 24.